Вот это 1600 тоже. От сердца и давление помогает. Коробочка с лекарствами. Главная проблема Анны Ивановны. Бабушке уже пошел 92-й год. Диабет, гипертония и 2/3 своей пенсии она вынуждена тратить на медикаменты. Соответственно, питаться приходится очень скромно, а купить необходимые вещи практически невозможно. Близких людей у Анны Ивановны нет. Раз в неделю приходит социальный работник, покупает продукты и помогает убраться в доме. Ну, одногодки или там знакомые, они уже померли. Их нету. Одна вот звонит, а приехать не может, тоже в моих годах. В одном году мы даже родились с ней. Она позвонит, спросит, ты жива еще? Написать Деду Морозу пенсионерке подсказали волонтеры, которые нашли ее контакты в Совете ветеранов. С тех пор Анну Ивановну начали навещать неравнодушные алма-атинцы. В основном приносят продукты и необходимые лекарства. Новогоднее желание Анны Ивановны очень простое. Нужен уголь для бани. Бабушка очень любит париться. Я бы смогла, если бы горячо было. Веника нет сейчас. Веников нету, надо на базаре покупать. В этой алма-атинской квартире шкафчик с лекарствами также никогда не пустует. Здесь живет Батима Кыпшакбаева вместе со своим сыном Алмазом. Письмо Деду Морозу Батима Умаровна писала не для себя. Ее сын инвалид первой группы, у Алмаза рассеянный склероз. 10 лет назад у молодого мужчины внезапно появились боли в ногах. Врачи долго не могли поставить правильный диагноз. У меня все сильнее и сильнее прогрессирует. Вот сейчас я уже не могу громко говорить. Вот это все. Левая сторона отказывает. Давайте я там сейчас Мне так неудобно, мне так стыдно. Всю жизнь работала тут. Ухаживать за сыном женщине тяжело физически, сказывается возраст. Поэтому Батима Умаровна попросила доброго волшебника сотворить чудо и устроить Алмаза на реабилитацию в специальный центр. А просто массаж сделал, он снова продолжает лежать, снова без движения, от этого толку не будет. А вот здесь пансионат во втором, вот как раз написано, там какое-то оборудование есть у нас, и вот это гимнастическое упражнение. По воле Всевышнего знакомый, вернее, друг моего мужа увидел ваше письмо. И он прислал вам с Атырау 100 тысяч тенге в помощь. На письмо придется, спасибо. Письма Батимы Умаровны и Анны Ивановны и еще сотен таких же граждан, оказавшихся в безвыходной ситуации, забота волонтеров, снегурочек из проекта «Я рядом». В этом году они уже получили около 2000 просьб о помощи и реализовывают их с помощью неравнодушных алматинцев. Обратить внимание всех, что есть не только бабушки, про которых мы пишем, а есть бабушки, которые живут в соседнем подъезде, которые стоят на улице с рукой протянутой. То есть вы можете подойти, спросить у этой бабушки, начать ей помогать. Стать ненадолго Дедом Морозом может каждый. Для этого надо связаться с координаторами проекта «Я рядом» в Фейсбуке, выбрать наиболее затронувшее вас письмо и самому сотворить маленькое новогоднее чудо. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время.